Добрый день, друзья! Меня зовут Исхак Фархудинов, я заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых Башкирского государственного университета. И сегодня я хочу вам рассказать историю нашей прекрасной республики Башкортостан. Но эта история не о том, какие племена здесь жили 1000 лет назад. Наша с вами история начинается гораздо раньше, 1 миллиард лет назад. И для этого нам с вами нужна машина времени. Она есть, ее название геология. Эта машина времени состоит из разных инструментов, и один из главных у меня в руке. Это геологический молоток. С ним геологи ходят в горы, откалывают образцы горных пород и везут их в лабораторию, где и продолжают их изучение. Следующий инструмент – это определение абсолютного возраста пород с помощью радиоактивного распада элементов. Мы знаем, что некоторые элементы, например, уран, постепенно распадаются и превращается, например, уран в свинец. Скорость этого распада известна. Уран переходит в свинец за 4,5 миллиарда лет. Следующая часть этой машины – это буровые станки. С помощью бурения мы можем заглянуть вглубь нашей планеты. Например, на территории нашей республики самые глубокие скважины больше 5 километров. И еще одна природная буровая машина – это горы. Потому что горы, когда они образуются, они разрушаются реками и ледниками. И благодаря этому слои, которые располагались на глубине, открываются нашему взору. Итак, начнем нашу с вами историю. 1 миллиард лет назад на территории нашей республики располагался древний океан. Представьте, что вы находитесь на берегу моря. Ходите по песку, берете в руки гальку. Вот точно такие же песок и галька располагались на берегу этого океана. На нашей планете нет ни одного места, которое было бы всегда морем или всегда сушей. То же самое происходит и с нашей республикой. Постепенно море за счет столкновения двух континентов переходит в древние Уральские горы. Что же дальше происходит с этими горами? Если вы посмотрите в телескоп на Луну, то обнаружите следы, места от падения метеоритов, которые падали на Луну больше миллиарда лет назад. Это происходит потому, что на Луне нет ни атмосферы, ни воды. Даже следы от ног астронавтов, которые побывали на Луне, сохранятся там еще несколько миллионов лет. Но на Земле есть и атмосфера, и вода. И поэтому горы, которые есть на нашей планете, если они перестают расти, они сразу же начинают разрушаться. То же самое происходит и с древними Уральскими горами. 550 миллионов лет назад они перестают расти и начинают разрушаться. Кроме того, континенты начинают двигаться в разные стороны, и здесь образуется очередной прогиб. И он заполняется морем. Образуется второе Уральское море или океан. Второй Уральский океан отличался от первого. Здесь уже были и моллюски, мшанки и кораллы. И эти кораллы сформировали на окраине этого океана древние рифы, наши знаменитые башкирские шиханы, например, шихан Таратау. Два континента сталкиваются, море постепенно становится очень мелким, и затем здесь образуются горы. Вторые древние Уральские горы, которые достигают высоту более 7 километров. Море, которое осталось чуть-чуть к западу от Уральских гор, на территории современного города Уфа, Стерлитамак и дальше на запад, оно становится очень мелким. Из-за того, что оно мелкое, а климат довольно-таки теплый, оно начинает испаряться. И поэтому в осадок выпадают растворенные в воде известняк и гипс. Известняк и гипс, так как они растворимы, а они слагают как раз сейчас, например, город Уфу, они в себе образуют карстовые пустоты. И эти пустоты иногда поглощают, например, лады калины. И в самом конце, когда океан полностью испаряется, выпадает самая хорошо растворимая соль. Точно такая же, как которую мы употребляем с вами на кухне. И вот эта соль формирует месторождение каменной соли. Например, месторождение Ярбиш-Кадакское в Ишимбайском районе. И точно такие же месторождения тянутся на юг и на север вдоль предуральского прогиба. 250 миллионов лет назад Урал снова перестает расти и из-за этого опять начинает разрушаться. И на территории Уральских гор снова формируется равнина. Затем 5 миллионов лет назад на территории довольно ровной платформы Урал начинает свой уже третий этап развития и образуются современные Уральские горы, те, какие их мы видим сегодня. Кроме того, 3 миллиона лет назад до территории нашей республики доходит последнее четвертичное оледенение. То есть ледник из Арктики доходит даже до Башкортостана. Поэтому по территории нашей республики начинают бродить животные, которые и жили во время оледенения, знаменитые мамонты, чьи бивни мы сейчас можем найти в разных уголках нашей республики. 10 тысяч лет назад оледенение заканчивается, ледник уходит, и открываются прекрасные вершины Урала, те, которые мы привыкли видеть с вами сегодня. Гора Ямантау, Иремель,
хребет Зигальга и многие другие. Как мы с вами увидели, горы могут образовываться и разрушаться, причем по несколько раз. И чтобы горы постоянно росли и не разрушались, им нужно всегда продолжать свой рост. Вот точно так же со знаниями. Если хотите, чтобы ваши знания сохранялись, их нужно постоянно поддерживать и совершенствовать. Поэтому я вам желаю учиться, получать много полезных знаний и исследовать наш мир с помощью этой прекрасной машины времени, имя которой геология.